Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Надзённыя пытанні, скарга і падзяка. Іван Крупко прыняў звароты жыхароў рэгіёна. На варце парадку і бяспекі ў Беларусі сёння дзень міліцыі. Ці выйдуць рэкі з берагоў, спецыялісты адсочваюць сітуацыю. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. За працякаючага даху аж іскры ляцяць, а безнаглядныя сабакі трымаюць у страху ўвесь Мазыр. Іван Крупко правёў прамую тэлефонную лінію і прыём грамадзян Гомеля. Большасць пытанняў да старшыні аблвыканкама тычылася жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Не абышлося і без зямельных спрэчак. Былі і тыя, хто запісаўся на прыём, каб выказаць словы падзякі за развіццё аднаго з раёнаў. Падрабязнасці раскажа Тацяна Піменёнкава. Аграгарадок Мічурынская Гомельскага района ў будынку па вуліцы Міру праблема з дахам не вырашаецца ўжо некалькі гадоў. У снежні 2025-го да жыхаркі дома прыйшоў адказ. Рамонт выкананы. Аднак па словах жанчыны работы правялі фармальна. Крыху папрацавалі ў раёне Ліўнёўкі, часткова паклалі дахавае пакрыццё. Як вынік, вада працягвае цякчы ў кватэру. В декабре 25 года у меня в квартире стала протекать настолько кровля, что у меня затекла вся прихожая и полностью лился ручей до пола, то есть я могла затопить соседей. У меня с предыдущей недели до сих пор течет вода в прихожей, в натяжной потолок. Мы каждое утро в 5:30 и вечером в 7 вечера мы сливаем с потолка воду. Аналагічная сітуацыя ў жыхаркі Жыткавіча, шматпавярхоўка па вуліцы Сацыялістычнай ператварылася ў сапраўдны вадаспад. Больш усяго не пашанцавала шматдзетнай маці з 5-го паверха. Па яе словах, пасля дажджу дзіцячы пакой запаўняецца вадой, прыходзіцца нават перастаўляць мэблю. Сказали, у них нет мастики, залепить крышу. Як азначыў Іван Крупко, за гэтыя пытанні паўнавартасна возьмуцца кампетэнтныя спецыялісты. У бліжэйшы час будаўнікі прыступяць да рамонту даху. А жыхарку Жыткавічаў губернатар запрасіў на асабісты прыём для дэталёвага разгляду. Мы посмотрим ваш дом, сейчас отправим. Посмотрим, что можно там почистить и что там ливневка забита идет. Компенсирующие материалы сейчас сделают, чтобы не было течи, и посмотрим, что там надо поправить по квартире. А дальше вот немножко пусть где-то может намерзшая крыша, где-то может быть другие моменты. И в первую очередь по вашей крыше примем решение, что по ней делать. Жыхар Мазыра прыехаў са скаргай, бяздомныя сабакі трымаюць у страху ўвесь горад. Ад нападу пацярпела дачка мужчыны. Сям'я неаднойчы звярталася ў службу 115, але сітуацыя не змянілася. Іван Крупко паставіў задачу разабрацца з гэтым пытаннем у найбліжэйшыя дні. Собаки бегают недалеко от школы, будут приняты все возможные меры, в кратчайшие сроки будут отловлены все безнадзорные. Если там вдруг, конечно, окажется животное в чьей-то собственности, естественно, будет возвращено хозяину, будет проведена с ним работа. Нацелены службы жилищно-коммунального хозяйства по отлову безнадзорных животных по всей территории области. Данный вопрос поставлен на контроль у руководства области. Ну и все-таки хотелось гражданам напомнить, что животные, которых мы приручили, мы должны за них следить, не отпускать от себя. Завяршыўся прыём на пазітыўнай ноце. Мазыранка падзякавала за асабістую ўвагу да развіцця Мазырскага раёна, а таксама прэзентавала губернатару сваю кнігу. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». 109 гадоў на варце парадку і спакою грамадзян. Сёння Беларусь адзначае дзень міліцыі. Прадстаўнікам гэтай важнай прафесіі мы ўдзячныя за бяспеку на вуліцах нашай краіны. З нагодай свята за ўзорнае выкананне службовых абавязкаў 10 праваахоўнікаў атрымалі дзяржаўныя ўзнагароды. Ордэна за службу радзіме 3-й ступені удастойны начальнік УУС Гомельскага аблвыканкама генерал-маёр міліцыі Александр Шастайла. Аб рабоце асноўных падраздзяленняў ведамства і людзях у сюжэце Алесі Федарцовай. Разблытваць здарэнне і атрымліваць станоўчы вынік. Менавіта гэтае імкненне прыцягнула ў прафесію старшага оперупаўнаважанага Ірыну Малянок. У раённы аддзел унутраных спраў яна прыйшла па размеркаванні. На сёння яе стаж у вышуку каля 17 гадоў. Опрашиваем, выезжаем на место происшествия, чтобы непосредственно более детально изучить личность. Возможно, нужно запросить сведения о детализации телефонных соединений, наличии абонентских номеров. Это все по крупицам собирается, ну и складывается портрет.
Асноўны напрамак дзейнасці Ірыны – вышук без вестак прапаўшых, абвінавачаных і даўжнікоў. Дробязяў тут не бывае. Вывучаецца ўсё ад кантактаў асобы да роду дзейнасці. За кожным знойдзеным свая гісторыя. Было сообщение о исчезновении дедушки, который ушел в лес за грибами. В силу того, что он в возрасте был и провел 2 дня в лесу, он не смог уже самостоятельно выбраться. Благодаря поискам мы смогли его вывести из леса и передать родным. На працягу апошніх 5 гадоў у рэгіёне ідзе скарачэнне колькасці злачынстваў па лініі крымінальнага вышуку. Іх раскрывальнасць за 2025 у савецкім раёне Гомеля адна з лепшых. У аснове добрых паказчыкаў напружаная штодзённая праца. Общий процент раскрываемости данных преступлений составил 84,6. Этому способствовала и ежедневная работа кропотливая сотрудников уголовного розыска, которые в том числе в выходные дни, находясь на дежурстве, предпринимают все усилия для раскрытия данного вида преступлений. Также стоит отметить, что высокой раскрываемости нам удалось добиться благодаря развитию республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ні камерамі відэаназірання адзінымі, парадак на вуліцах і масавых мерапрыемствах немагчымы без патрульна-паставой службы міліцыі. Іх кругласутачная праца дазваляе прадухіліць правапарушэнні і затрымаць злачынцаў. Патрульный милиционер в первую очередь должен обладать терпением, потому что граждане не всегда правильно реагируют на сотрудника милиции. Второе качество – быть физически развитым, так как непосредственно при задержании любого правонарушителя в случае оказания неповиновения сотруднику милиции, сотрудник милиции должен уметь предотвратить данное противостояние. У сваё прафесійнае свята вартавыя парадку прымаюць віншаванне, не адыходзячы ад спраў. Кожны дзень на працоўных месцах яны супрацьстаяць злачыннасці і ахоўваюць правы і маёмасць грамадзян. Менавіта дзякуючы хуткаму рэагаванню і зладжанай працы міліцыі абстаноўка ў вобласці знаходзіцца пад контролем. Олеся Федорцова, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». У дзень міліцыі ва ўрачыстай абстаноўцы 14 сем'ям работнікаў дэпартамента аховы ўручылі ключы ад новых кватэр, а таксама ўзнагародзілі лепшых супрацоўнікаў. Сваіх гаспадароў здабыў дом на вуліцы Барыкіна. Сярод навасельцаў сям'я Прышчэпавых, якая выхоўвае 2 дзяцей. Жыллё – гэта не толькі матэрыяльная падтрымка, але і нагляднае сведчанне таго, як дзяржава шануе сваіх праваахоўнікаў. Поддержка государства очень нас радует. А профессиональный праздник и вручение ключей стало для нас очень хорошим событием. Это новый этап жизни. Я уверена, что он будет светлый, хороший. Как здорово, что у детей появится новая комната, отдельная комната. Арэнднае жыллё прадастаўляецца ў рамках адпаведнага указа прэзідэнта. У далейшым кватэры можна будзе прыватызаваць пры наяўнасці пэўнага тэрміну выслугі. Они несут непростую службу, не в простых условиях. И государство делает все возможное, чтобы эти условия только улучшить. Вы видели, какие прекрасные лица, когда семья выходит с ребенком, с папа, мама, да, то есть они получают эти ключи от первой аренды своей квартиры, первого своего жилья. Я думаю, это более чем счастье. У гонар надыходзячага свята увагу надалі супрацоўніцам службы. 9 з іх атрымалі ўзнагароды. Сярод іх Тацяна Канцавая, якая прысвяціла працы ў службе аховы 25 гадоў. Женщина в погонах сталкивается с теми трудностями, которыми мужчина не сталкивается. Да, на работе мы должны быть дисциплинированными, должны самоусовершенствоваться, расти, развиваться. Также мы должны и не забывать, что мы остаемся дома женщиной. В первую очередь мы должны оберегать уют и оставаться нежными, милыми. У беларускай міліцыі захоўваюцца традыцыі, выхоўваецца маладая змена. Нашы праваахоўнікі гатовыя супрацьстаяць любым выклікам і пагрозам, каб гарантаваць бяспеку грамадзян. За 2025 год колькасць злачынстваў, учыненых непаўналетнімі ў рэгіёне знізілась на трэць. У Гомелі сёння падвялі вынікі міжведамаснай работы і абмеркавалі план прафілактычных мерапрыемстваў на 2026 год. Сярод здзейсненых правапарушэнняў асноўнымі застаюцца злачынствы супраць уласнасці, экстрэмісцкай накіраванасці і ў сферы незаконнага абароту наркотыкаў. У нас уменьшилось количество детей в семьях, в которых признаны наличие критериев показателей социально опасного положения, но это
нехороший результат, потому что мы видим, что там было снижение работы субъектов профилактики, потому что в последующем увеличилось количество детей, которые были отобраны у родителей и лишены родительских прав. То есть это вот как раз-таки не доработали сразу с семьями. Асноўная увага адказных службаў будзе звернута на профілактыку сямейнага недабрабыту і насилля супраць непаўналетніх. Актуальнай застаецца профілактыка ўцягвання падлеткаў у распаўсюджванні наркотычных сродкаў. Мы будем продолжать работу вместе с Комитетом идеологической работы и по делам молодежи, по социальным сетям, потому что очень интересная информация. Это наши диггеры, это наши руферы. Только в том году были выявлены группы подростков, которые посещали бомбоубежища, они совершали кражи имущества, и вот эти группы установлены, и я думаю, что в этом году такой проблемы не будет. У мэтах профілактыкі ўцягвання падлеткаў у наркотрафік у сакавіку плануецца правядзенне акцыі «Гомельшчына без трафарэтаў». Гідралагічная сітуацыя на Гомельшчыне пад кантролем. Прагнозы на гэты сезон аптымістычныя, але экстранныя службы падрыхтаваныя да любога развіцця падзей. Станам спраў пацікавілася Ірына Драбышэўская. Мы просто тонем, вот вы посмотрите, что творится вокруг. Вясновая паводка 2023 года на Гомельшчыне стала одной из самых масштабных за апошнія дзесяцігоддзя. Узровень воды ў сожы перавысіў адзнаку 635 сантиметров, затапіўшы набярэжную, а таксама прыбярэжныя зоны і жылыя дамы ў мікрараёнах Манастырок і Якубоўка. Мясцовыя выратавальнікі дэталёва памятаюць, як дапамагалі заложнікам стыхіі. У нас есть большой опыт, это 2013 год и 2023 год. Особенно большой опыт получили в 2023 году. Оказывали населению помощь такую, как и транспортировка людей, доставка пищи, доставка медикаментов, медработников. Это наша Венеция, вот это соседи наши. Они тоже тонут, как и мы. Вот у них теплицы в воде, все в воде. Вот собаку я закрыла в сарае, потому что у него будка утонула в воде. Але венецианских кварталаў у Гомелі больш не жадаюць. У мікрараёне Манастырок ідзе будаўніцтва супрацьпаводкавай дамбы даўжынёй 1700 метраў. Яна будзе пралягаць ад чыгуначнага моста праз Сож да Любенскага возера. Пабудова вышынёй звыш 4,5 метры павінна абараніць 115 гектараў зямлі и каля 2500 жыхароў. На данный момент ситуация под контролем. Сильно критического ничего мы пока не видим, но ситуация может изменяться в любой момент, в зависимости, как будут идти грунтовые воды, таивать снег и еще вода, которая приходит к нам с России. Таўшчыня лёду на сожы месцамі пакуль яшчэ прыдатная для рыбалкі, каля 30 сантиметров, але ёсць вызваленыя участкі, а гэта значыць, што ўзровень воды расце. Пакуль ситуация на водоемах спокойная, специалисты ее постоянно отсочивают. На реках Гомельской области отмечается в основном рост уровня воды от 1 до 5 сантиметров за сутки. Почти повсеместно сохраняется ледостав с полыньями. В связи с положительными температурами воздуха в дневное время на большинстве рек образовалась вода на льду. Исходя из сложившихся условий к текущему периоду, можно предположить, что максимальные уровни весеннего половодья будут близкими к средним многолетним значениям. На большинстве рек вода выйдет на пойму. На многих участках рек уровень воды приблизится к опасным отметкам. Тым часам экстренные службы готовы отказать на выклик природы у выніку необходимости. На сегодняшний день, согласно оперативным данным, затоплений паводками водами на территории Гомельской области не зафиксировано. При необходимости для оказания помощи населению в передвижении по затопленным участкам местности, для доставки персонала медицинской службы, медикаментов, предметов первой необходимости, спланировано развертывание постов из работников МЧС и ОСВОД. Имеется все необходимое оборудование и плавсредства. В целях минимизации последствий рекомендуем населению, проживающему на потенциально потапливаемых территориях с учетом опыта прошлых лет, провести простейшие противопаводковые мероприятия. Территорию дома очистить от снега и льда, очистить дренажные и сточные канавы, обеспечить отвод талых вод из замкнутых понижений путем устройства водоотводных борозд. При необходимости соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Убрать с подворья то, что может пострадать от воды. Отключить газ и электричество, если есть риск затопления помещений. Чаргаванне плюсовых и минусовых температур паветра уплывае на ситуацию спрыяльна. Вода при таких умовах добра выпараецца. Так что пакуль сцэнарый развіцця падзей аптымістычны. Ірына Драбышэўская, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кустачова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Комитет госконтроля выявил нарушения в магазинах 3 районов Гомельской области. В частности, в торговых объектах Чечерского, Ветковского и Кармянского районов пресечена продажа более 25 килограммов просроченной продукции, 16 килограммов товаров без документов о качестве и безопасности. Также изъято более 100 килограммов сырья с истекшими сроками годности и более 200 килограммов колбасных изделий без маркировки. В отношении виновных ведется административный процесс. В Рогачевском районе горел дом. Возгорание зарегистрировано в деревне Пересека. В результате повреждено потолочное перекрытие. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Следите за исправностью печного отопления. Не допускайте перекала печи. Топить ее нужно несколько раз в день по 1,5–2 часа и постоянно следить за огнем. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. Речичанка в попытке спасти сбережения перевела их мошенникам. Горожанке в одном из мессенджеров позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета. Он убедил пострадавшую в том, что на ее имя открыт кредит на большую сумму и совершаются подозрительные операции по счетам. Чтобы спасти деньги, которых оказалось 5400 рублей, лжеследователь порекомендовал перечислить их на якобы безопасный счет. В итоге средства ушли в неизвестном направлении. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. Определились дата и время начала матча первого тура высшей лиги, в котором Гомель в гостевом матче сыграет с Витебском. Игра состоится в пятницу, 20 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов. Тем временем Абу Суфиан Ваду покинул Гомель. У 20-летнего нигерского нападающего истек срок действия контракта. В прошлом сезоне форвард провел за зелено-белых 5 матчей во всех турнирах. Стало известно расписание выступлений белорусских спортсменов на зимних Паралимпийских играх. В состав делегации вошли 4 спортсмена, которые примут участие в соревнованиях по паралыжным гонкам. Это Роман Свериденко, Дарья Федькович, Валентина Берила и Лидия Лобан. В Италии 10 марта состоятся соревнования в спринте. На следующий день будут разыграны медали в индивидуальных гонках на 10 километров классическим стилем. 14 марта пройдут эстафеты, а на заключительный день, 15 марта, запланированы гонки с раздельного старта на 20 километров коньковым ходом. Ассоциация теннисистов-профессионалов отменила 2 турнира в ОАЭ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. К слову, 2 белорусских теннисиста успешно начали квалификацию. Даниил Остапенков одолел японца Рююки Мацуду 6-1, 4-6, 6-3, а Илья Ивашко победил на 2 тайбрейках итальянца Карло Каньята 7-6, 7-6. Белорусы заняли весь пьедестал в заключительный день международного турнира по пулевой стрельбе в казахстанском Шыкменте. В мужском финале в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений на 50 метров приняли участие 5 представителей нашей страны. Белорусы показали 3 лучших результата. Золото завоевал Владимир Чернов. 2 место занял Арсений Ливанцов. 3 призеров замкнул Александр Качевский. Всего в активе национальной команды 18 медалей.